Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Бисмиллах, альхамдулиллах, салату вассаляму аля расулиллах. Причины прощения грехов. Альхамдулиллах, Аллах милостивый, прощающий, и каждый раз напоминает нам в разных сурах, разных аятах, что Он прощающий, милостивый, призывает нас просить у Него прощения, каяться. И Аллах любит прощать, любит тех, которые к Нему возвращаются с покаянием. Поэтому каждый мусульманин, он всегда должен помнить, что он слаб перед наущением шайтана, кроме тех, кого Аллах Тааля дал силой. Поэтому каждый из нас, он ошибается, каждый из нас совершает те или иные прегрешения, и Аллах милостивый, Он всегда создает нам причины, которые сопровождают нас в течение нашей жизни, которые связаны с разными временами, с разными местами, с разными деяниями, с разными состояниями людей. Поэтому, альхамдулилля, если знать, понимать эти места, эти состояния, эти дела, использовать их, альхамдулилля, это все является причиной прощения наших грехов. И мы с вами начали перечислять вкратце причины, по которым Всевышний Аллах избавляет нас от наказания адского пламени. То есть это причины, которые освобождают нас от последствий наших грехов. То есть мы знаем, что любой грех, он влечет за собой наказание Аллаха. То есть за тот или иной грех человек заслуживает, чтобы Аллах ввел его в адскую обитель и наказал его. Но есть причины, которые освобождают нас от наказания адского огня. И вот мы с вами начали их перечислять. Первый, вот это тауба, мы с вами говорили, это покаяние. Поэтому Аллах всегда делает исключение. «Илля ман таба», кроме тех, которые покаялись, «Илля лавина табу», кроме тех, которые покаялись, кроме того, кто покаялся, и так далее, и так далее. «Куль я ибади алладина срафу аля анфусихим», скажи, о рабы мои, которые приступили границы по отношению к самим себе, «Ля тахнату мир рахматилля», не отчаивайтесь в милости Аллаха, воистину Аллах ягфиру зунуба джамиган, Аллах прощает все грехи, Аллах прощает все грехи. «Ва анибу иля раббикум», направьтесь лицом к вашему Господу, который прощает. Так ведь, сурат Az-Зумара, 54 аят. Вторая причина, мы с вами говорили, это истигфар. Это когда конкретно мы обращаемся к Аллаху и просим у Него прощения. Третья причина аль-хасанат. Аль-хасанат, то есть благие дела. И Аллах Всевышний сказал: «Инналь хасанат», воистину благие дела, юдхибна сайяат, то есть они стирают наши грехи. Сурат Худ, 114 аят, и хадис пророка, известный хадис: «Ва атби'ис сайяата аль-хасаната тамхуха», то есть после совершения какого-либо греха совершите благодеяние, тамхуха, и вот это благодеяние, оно сотрет то, что было до него. То есть будет причиной того, что Аллах простит то прегрешение, которое было до него. И мы с вами остановились. Четвертая причина – это аль-масаиб ад-дуньявия. Это те трудности, испытания, которые приходят нам именно в этой жизни, именно связанные с этой жизнью. То есть пусть это будет потеря ближнего, пусть это будет потеря здоровья, когда человека постигают, мусульманина верующего постигают разные болезни. Так ведь? И
Мы с вами приводили аят, сура Ан-Ниса, 123 аят, сура женщины, когда Всевышний не спасал этот аят, где он сказал: «Ман я'маль су'ан юджза бихи», кто совершил какое-либо прегрешение, какой-либо грех, юджза бихи, то есть он обязательно получит за этот грех. Он обязательно получит наказание. И когда Аллах не спаслал этот аят, Абу Бакр, радиаллаху анху, обратился к пророку, саллаллаху алейхи вассалям, с такими словами: «Я Расуляллах, о посланник Аллаха, воистину Аллах не спаслал аят, который ломает хребет, ломает спину любому человеку». То есть, каким образом? Он сказал: «Ва айюна лям я'маль су'ан». То есть, Аллах сказал, тот, кто совершит какой-либо грех, он обязательно получит за этот грех. И он сказал, получается, каждый из нас получит наказание. Понесет наказание, потому что кто из нас не совершает грехи? Очень много грехов. Это сегодня мы, слабые, у которых неграмотные мусульмане, сегодня мы там совершим пару благих дел, ну, может быть, совершаем по мере возможности пятикратный намаз, и думаем, что мы ангелы, у нас нет никаких грехов. Вот Абу Бакр, он думал, что он очень грешный. Умар думал, что он очень грешный, потому что Аллах открыл их сердца, открыл их глаза, и они видели много прегрешений, много своих недостатков. И никто из них не говорил: у меня иман подобен иману Джибрииля там, или Микаиля, или кого-то. Поэтому они очень боялись наказания Аллаха, гнева Аллаха, хотя много совершали благих дел. И вот он сказал, этот аят, говорит, Аллах не спасал аят, который сломает спину, хребет каждому. Потому что кто из нас не совершает грехи? И на что посланник Аллаха саллаллаху алейхи ва саллям ответил: «Я Абу Бакр, о Абу Бакр, аляста тансаб, аляста тахзан, аляста юсибука аллауа». То есть фадалика ма туджзауна бихи. А неужели ты никогда не болеешь? Неужели ты никогда не скорбишь? То есть у тебя бывают проблемы, у тебя бывают болезни, у тебя бывают трудности. Вот это все, говорит, а тебя постигают разные беды, страдания. Фадалика ма туджзауна бихи. Вот это и есть то, чем вы платите за ваши грехи. То, что вы получаете за ваши прегрешения. То есть посланник Аллаха саллаллаху алейхи ва саллям дал ему понять, что любая трудность, любое трудное испытание, через которое проходят верующие в этой жизни, да, это есть расплата за его грехи. То есть, иншаллах, он уже начал платить, нести наказание уже в этой жизни, через эти испытания. И Аллах, получается, избавляет, спасает его от наказания в той жизни через вот эти страдания и трудности. Поэтому хадис, мы этот хадис уже проходили, так ведь? Хатта шауката, даже иголка, которая протыкает, иголка, которая проткнула тело мусульманина и приносит некую боль, да, может быть и не такую большую, но даже эта иголка, она является причиной того, что Аллах прощает нам грехи. И получается, Аллах избавляет нас от наказаний за этот грех уже в судный день. Поэтому вот эти аль-масаиб ад-дуньявия, все наши трудности, все наши испытания, через которые мы проходим, это очищение. Это очищение от наших грехов. И мы знаем, что вот эти испытания, они приходят и не только к верующим. Так ведь? Любой неверующий, он теряет детей. Они теряют детей. Любой неверующий, который, может быть, отрицает существование Аллаха и говорит, что религия это ложь, это обман, да, или это остатки, пережитки там, прошлых веков, или говорит, что там, Аллах есть, но наряду с ним поклоняются другим божествам. То есть они тоже болеют, они тоже страдают, у них тоже бывают в жизни там, долги, финансовые трудности, да? Им тоже приходится терпеть. Но мы знаем, что только верующий, который признал Всевышнего Аллаха единым Творцом, единым Божеством, и только он, который поклоняется единому Аллаху, он только получает за это аджр. И только он испытывает эти трудности, да, Аллах ему только прощает грехи. А человек, который неверующий, кафир, он страдает, может быть, даже больше. Потому что иногда мусульманин,
которого постигает трудность, он радуется. Да, ему больно, но он радуется, потому что он знает, что за это Аллах ему простит грехи. Он знает, что вот это самый короткий путь, чтобы добиться любовь Аллаха, милость Аллаха. Он знает это, и очень часто это придает нам сил. Так ведь? Это придает нам сил, чтобы пройти через эти трудности. Мы знаем, что если ты ради Аллаха проявишь терпение, альхамдулилля, Аллах возвысит тебя по степеням. И хадис, это, машаллах, такой хадис, это, по-моему, Абу Дауд, в сборнике Абу Дауда, этот хадис мы, по-моему, здесь прошли. Когда Аллах, Всевышний Аллах хочет, чтобы верующий, его раб добился каких-то высот, он ставит вот эту планку, как мы говорим, да? Но эта планка так велика, так высока, что благодеяний раба не хватает. Это хадис пророка саллаллаху алейхи ва саллям. Кому интересно, это поищем, найдем, иншаллах, этот хадис. Сборник Абу Дауда. И вот эта планка так высока, что мусульманин не может дойти до этой планки. А Аллах ему поставил вот эту планку, он должен дойти до нее. И у него не получается, у него не хватает благих дел. Тогда Всевышний дает ему испытание. Как в хадисе говорится, через его близких, детей. Бывает, что там ребенок заболел. Или бывает, что он сам заболел. Через его имущество. То есть, может быть, он там в долгах что-то потерял, да? И Аллах дает ему возможность терпеть, он проявляет терпение и достигает той высоты, которую не смог достичь через свои благодеяния. То есть у него не хватало этих благих дел, потому что планка была очень высока, которую Аллах хочет от него, да? И тогда Аллах видит, что он не может, у него не хватает, он и садака дает, и он науафиль, там, дополнительные молитвы читает, и тахаджуд может быть, но планка так высока, что он не может дойти. Тогда Аллах дает ему самый короткий путь, чтобы дойти до этой планки. Аллах начинает лишать его чего-то. Лишать его здоровья, денег, там, может быть, родной человек, потерял он родного человека, да? И вот он достигает этой высоты. И в итоге, получается, это милость Аллаха. Это милость Аллаха через сабр, через терпение. Но мы еще раз говорим, что все это только для верующих. А человек, который отвернулся от истины, сколько бы он ни страдал, вот таких и жалко. Да? Потому что он столько страдает, а когда пришел один человек в мечеть, рассказал все свои беды и страдания. Мы же, когда нам хорошо, мы не приходим в мечеть. Нам ни хазрат, ни Аллах не нужен, так ведь? Действительно, человеку плохо. Пусть Аллах даст ему хидаят, да, наставит его сердце на путь истины. И он начал рассказывать, говорить через то, что он прошел. Да, действительно, человеку постигло очень много проблем в жизни, да. И, машаллах, человек не повесился, не бросился, да, ни семью не бросил, он идет, да, машаллах. Я говорю, Абы, у тебя, говорю, столько, этих, машаллах, испытаний ты прошел, столько листов у тебя заполнено. Я говорю, печати нет. Документ недействительный. И он не понимает, а в чем? Я говорю, где твой имам? Где твой намаз? Где твой пост? Где твоя преданность Аллаху? Только печати не хватает. Была бы печать, машаллах, у тебя тут столько, дел, это все вернет Аллах, компенсирует, только ты печать, пойди к Аллаху за печатью. Субханаллах, башыңны эй, признай, что он есть. И все, что ты делал, машаллах, Аллах тебе компенсирует. Поэтому много людей, у них так много всего, да, а печати нет. Документ недействительный. Бумажка. И фальмасаиб нафсуха, и вот эти испытания, которые приходят к нам, они являются искуплением. И через терпение, когда приходит трудность, испытание, через терпение человек, альхамдулилля, зарабатывает аджр. Но через ат-тасаххуд я'фам, но через негодование, то есть он может принять это через сабр, через довольство, да, принять ради Аллаха, и он за это получит аджр, иншаллах. Но может проявить и негодование. То есть он может отказаться от сабра, но этим самым он получает уже
грех. И вот аль-мусиба, то есть вот эта трудность, которую Аллах отправляет нам, это уже выбор и деяние Аллаха. То есть вот это испытание дал тебе Аллах. Мы знаем, что Аллах не только является создателем всех созданий, то есть людей, животных, ангелов, там, насекомых, всех-всех, да? Мы знаем, что Аллах является созданием и всех деяний своих созданий. Все, что мы делаем, все, что мы говорим, это есть создание Аллаха. Поэтому, если кто-то приходит к нам и причиняет какой-либо вред или забирает у нас что-либо, лишает нас чего-либо, мы знаем, что значит на то была воля Аллаха. Потому что Аллах создатель всех созданий и всех телодвижений, всех мыслей, всех слов своих созданий. Никто ничего не сможет ни сказать, ни сделать, ни за тебя, ни против тебя, если Аллах это не создаст. Поэтому испытание – это мин фи'алилля, это есть деяние Аллаха. Это не есть деяние раба. Но вот это терпение или же негодование – это уже деяние рабов. Это есть реакция рабов на эту трудность. Поэтому каждый человек, он сам выбирает. То есть заработать ему аджр через довольство и терпение, или же погрузиться дальше в грехи. Поэтому, а бывает иногда, что трудность приходит не из-за конкретно вот что-то ты сделал, да, где-то ты виноват, и Аллах тебе дал испытание. А иногда бывает, что кто-то постарался, другой, да, иншаллах, Аллах тебя без аджра не оставит. Потому что очень часто, например, когда появляется какое-то испытание, мы начинаем проверять, смотреть, видеть, а мы видим только наружные проблемы, наружные причины. Да? И мы думаем, что вот там на кольце я был главный, знак стоял, а вот он не посмотрел, никуда не надо полез, и он меня ударил. Кто виноват? Он виноват. Так ведь? Но так как тебя ударили, и ты пострадал, получается, испытание к тебе пришло, или же наказание. Но ты должен понимать, что значит, может быть, на том кольце ты неправильно все сделал. Да? То есть в жизни перекрестков много бывает. Поэтому просто так ничего. Но если даже кто-то не по твоей вине доставил тебе трудность, Аллах компенсирует все за твое терпение. Поэтому Аллах говорит: «Ва ю'ти ва интаку хасанатан юдаифа». То есть, если у человека будет какое-либо благодеяние, Аллах прибавит его, приумножит. Да. «Ва ю'ти мин ладунху аджран азима». И Аллах даст ему от себя аджран азима. Альхамдулилля, великую награду. Это сурат Ниса, женщины, 40-й аят. Поэтому Аллах даст каждому, иншаллах, каждому. Поэтому любая трудность, она по твоей причине была или не по твоей причине. Это как тебе наказание за какое-либо дело или там за испытание. Альхамдулилля, если будет правильная реакция, тогда, иншаллах, и будет достойная оценка за это, которую мы получим. И это будет как раз вот причина того, что Аллах освободит нас от наказания уже в той жизни. Следующая причина – это азабуль кабр. То есть через наказание в могиле Аллах может избавить своего раба от наказания в аду или от ада. Потому что мы знаем, сначала пророку, саллаллаху алейхи вассалям, Аллах не дал знать, что есть наказание в могиле. Поэтому посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, он не обращался к Аллаху с молитвами, чтобы Аллах избавил его от наказания в могиле. Он не знал этого. А потом Аллах Тааля не спаслал. Уже вахи, посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, уже знал, что есть наказание. И когда, по-моему, Айша, радийаллаху анха, рассказывает, что когда посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, получил эту информацию, это знание от Аллаха, что есть наказание в могиле, он очень часто и очень много начал просить у Аллаха защиты от наказания не только в аду, но и в могиле. И мы знаем, что от 4 вещей посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, искал защиты после намаза, в конце намаза. То есть, когда мы уже до саляма произнесли ташахуд, ат-тахияту лилляхи ва салавату ва таййибат салават,
И вот до того, как мы поприветствуем, посланник Аллаха саллаллаху алейхи ва саллям призывал нас, очень убедительно призывал. Даже есть хадис, где сподвижники говорят, что посланник Аллаха саллаллаху алейхи ва саллям учил нас вот этому зикру, как сури из Корана, где посланник Аллаха призвал нас прибегать к защите Аллаха от 4 вещей. Так ведь? Это даджал, это фитнат аль-махья валь-мамат, это смуты, искушения как жизни, так и смерти, огонь и смерти, очень важный момент, да? И наказание в могиле, наказание в аду. Это надо дуа выучить и использовать. Поэтому азабуль кабра. Через наказание в могиле Аллах может очистить своего раба перед еще судным днем. То есть поэтому даже адское пламя может быть ощущением, так ведь? Мы знаем. Поэтому во всем есть мудрость Аллаха, во всем есть милость Аллаха. Потому что Аллах может и через... Поэтому говорят же, некоторые говорят, что это хадис, но, по-моему, это маудух хадис, то есть как придуманный считается. Даже не зарыв, по-моему, если я не ошибаюсь, что могила является или же садом из садов рая, или же ямой из ям ада. То есть, хотя значение правильное, так ведь? Потому что кто-то уже в могиле, он будет находиться как в раю, а кто-то в могиле уже будет находиться как в аду. То есть будет нести наказание. Но для кого-то наказание в могиле будет ощущением перед судным днем, что Аллах очистит его, чтобы он уже освободился от наказания в аду. Следующая причина, это 6-я, причина. Дуауль му'минина вастигфарухум фил хаяти ва багдаль мамат. Это мольба, дуа верующих и их истигфар, то есть просьба о прощении, как в этой жизни и как после смерти. То есть, альхамдулилля, Всевышний дал нам возможность обращаться к Аллаху, когда мы захотим. Да? Нет такого часа, такой минуты в течение суток, где Аллах бы запретил нам обращаться к Нему. То есть в любое время, с любого положения, пусть там ты во время намаза, пусть это ты будешь находиться за рулем, да? Даже руки поднимать не обязательно, мы это знаем, да? Даже направляться в сторону кибля не обязательно, потому что были моменты, когда посланник Аллаха саллаллаху алейхи ва саллям не обращался лицом к кибла. Например, во время хутбы, когда он делал дуа, он стоял спиной к кибла. Поэтому это тоже не обязательно. Но мы должны всегда обращаться как за себя, так и за своих братьев. И мы должны просить у Аллаха прощения за свои грехи и за грехи наших братьев. Поэтому если просишь за себя, субханаллах, попроси за того брата, который справа от тебя сидит. Скажи, вот сколько сейчас братьев, о Аллах, вот сколько сейчас моих братьев здесь находится, прости всем грехи. Аллах же милостивый. Зачем ты же не деньги у шефа просишь, да? Там тебе премию даст, а тому не останется. Ты просишь у того, ганиюн хамид, который ни в чем не нуждается. Его богатство безгранично, поэтому его милость безгранична. Когда ты просишь прощения, чтобы Аллах простил тебя, то попроси за всех братьев, за всех сестер попроси. Не жалко же, субханаллах. Мы же знаем, кто попросит истигфар, прощение за одного верующего, Аллах даст ему 1 аджр. А если за 100 братьев, это 100 аджров, это 100 благих дел. А если он скажет: о Аллах, я не знаю, сколько на этой земле сегодня верующих, которые поклоняются тебе, да, по разным странам, пусть это Европа, Америка, Россия, арабские страны, вот везде. Мы не знаем, сколько, Аллах. Всем прости грехи. Аллах знает, сколько их, миллионов, да, говорят, больше миллиарда, неважно. Аллах даст тебе столько аджра, сколько количество верующих на этой земле. Поэтому это милость Аллаха. И мы можем просить за наших братьев, которые, альхамдулилля, живы и здоровы, и мы можем просить прощения за наших братьев после их смерти. То есть у нас есть братья, которые не перестали для нас быть братьями, сестрами, да, которые оказались в могиле. Сегодня их ситуация, она больше, даже сложнее, чем ситуация живых. Потому что живой верующий, альхамдулилля, у него есть возможность и покаяться.
он и сам может истигфар попросить, он и сам может исправиться, где-то сделать покаяние, где-то совершить какое-то дело, которое станет причиной того, что Аллах простит его, да? Но человек, который ощутился там, да, то есть оказался в могиле, он ни намаз не может совершить, он не может не поститься, он не может не попросить у Аллаха. Все. То есть здесь-то есть амаль, но нет хисаб. А там нет амаля, но есть хисаб. Все. Поэтому мы, альхамдулилля, мы должны помогать нашим братьям, которые умерли. Поэтому это есть сунна пророка, саллаллаху алейхи ва саллям. Пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, просил, пророки просили, сподвижники просили, пользуясь как раз вот теми моментами, когда Аллах принимает дуа, да, они просили не только за живых. Аль-ахьяу минхум аль-амват, говорится, как для живых, как живых Аллах простит, так и усопших, мертвых. Поэтому нужно просить, альхамдулилля. И мы знаем, что Абу Ханифа, рахимахуллах, он после каждого намаза, во время каждого намаза просил прощения 5 раз в день, получается, минимум, да? Он просил прощения за своих родителей, усопших, умерших, которые родили, воспитали, которые вырастили его. И он просил за своего устаза, Хаммада, который дал ему знания. И когда вот каждый раз его ученик видел, слышал, как его устаз делает дуа за своих родителей, за своего устаза, да, он, машаллах, перенял это благое дело после смерти Абу Ханифы. Он говорит, я, говорит, сначала за Абу Ханифу дуа делал, потому что он меня научил этому, а потом только, говорит, за своих родителей. Вот спросите себя, вот сколько у вас бабушек, дедушек были, вы их любили, наверное, да? Аллах'ында уискансыз, а сколько раз вы просите за них дуа, истигфар? Сколько раз просите? В день, спросите себя, или в неделю. Поэтому это очень важно. И это есть причина того, что Аллах простит их через наши дуа, и, иншаллах, избавит их от наказания. Избавит. Это есть великая причина. Следующая причина ма юхда илейхи ба'даль маут. То есть есть помимо дуа, мы можем еще совершить какое-либо благое дело как подарок. То есть мы можем попросить, чтобы аджр за это благое дело Аллах отдал вот кому-то из наших братьев или сестер умерших, за родителей, за кого-то. То есть мин саваби садакатин. Это может быть садака. Ты можешь дать садака, да, помочь кому-то и попросить Аллаха с таким намерением, чтобы аджр за это садака получила, например, твоя усопшая мать, или там твой отец, или там такой-то брат твой, или же, например, даже чтение Корана. Даже если там есть какие-то в этом разногласия среди ученых, альхамдулилlah, очень много ученых говорят, что когда читаешь Коран, да, аджр Корана за твое чтение может получить твои родители, твоя бабушка, дедушка, твои братья и сестры. Поэтому с таким намерением можно читать. Можно совершить хадж. Хадж, так ведь? Если ты совершил за себя хадж, ты можешь потом уже совершить за своего умершего брата, дедушку, сестру и так далее, и так далее. Умру можно совершить, можно хурбан делать. Так ведь? Любое время даже можно делать хурбан с таким намерением, чтобы Аллах простил грехи того-то брата или той-то сестры или родителей. Поэтому, то есть это то, что ты даришь, аджр даришь усопшему. Следующая причина это ахваль, не ахваль, яумил киямати. То есть это трудности, которые постигнут человека в судный день. То есть судный день это будет очень, как Аллах Тааля говорит, яумун азим, это будет очень великим днем, очень тяжелым, сложным днем, когда человека постигнет очень много испытаний, трудностей. Это день, когда не то, что мы, грешные, простые люди, будем дрожать перед Аллахом, да, содрогаться. Это день, когда ангелы будут страшиться, когда пророки просто не будут знать, что их постигнет, да, когда к пророкам придут люди и скажут: «О Адам, о Нух, о Ибрахим, о Муса, скажи что-нибудь перед Аллахом за нас, за своих детей к Адаму подойдут, или там Нуху подойдут, да». Они скажут: «Нафси, нет, я не знаю, что еще со мной будет, да, как бы у меня свои проблемы. Да, это будет очень сложный день». И вот
те трудности, которые постигнут людей, верующих в этот день, они тоже будут причиной. Ученые говорят, что Аллах избавит их может избавить их, очистить от грехов и избавить от последствий этих грехов. Поэтому ахваль яум аль-кияма. По-моему, эта тема, она еще будет, если я не ошибаюсь. Ну, посмотрим, иншаллах. А следующая причина это уже возмездие. Возмездие, как говорится в хадисе, который передает нам имам Бухари и Муслим, что верующие, которые пройдут, окажутся в сират, через мост пройдут, да, они остановятся, их задержат, аля кантаратин бейналь джаннати ван нар. Они их остановят на мосту между раем и адом. И вот здесь Аллах Тааля даст возможность возмездия для верующих друг перед другом. То есть они прошли агонию смерти, они прошли могилу, они прошли все трудности судного дня, они прошли через ад, да, и вот здесь, когда они окажутся вот в этом месте, это называется кантара, мост, да, бейналь джаннати ван нар, между раем и адом, вот здесь Аллах даст им возможность для возмездия. То есть, если один мусульманин обидел другого, да, вот здесь полностью произойдет возмездие. То есть, чтобы ни у кого не осталось никаких обид, никаких проблем. Потому что те люди, которые войдут в рай, они никогда не будут вспоминать про свои какие-то там старые обиды. Да? Например, муж и жена, которые оба окажутся в раю, иншаллах, они будут мужем и женой. Так ведь? Они, альхамдулилля, они будут в раю с семьей, они будут любить друг друга. И вот жена там никогда не вспомнит: а помнишь, ты меня вот там обижал, да? Вот там, или там муж скажет: да ты мне еду не готовила, да? Они никогда не вспомнят. То есть ни один человек, я так просто про мужа и жену говорю, ни один человек никогда не вспомнит, что вот тот-то, ты меня обижал, еще ты в раю, да? Такого не будет. Почему? Почему? Потому что если будут какие-то обиды, то обида это не радость сердца. Вот представьте, человек в раю, Аллах его облагодетельствовал, да, он в райские обители и увидел где-то на рынке одного брата, который забрал его имущество и не отдал. Он никогда, если он это вспомнит, это вот он, еще он в раю ходит, да, то есть это не радость его, а такого в раю не будет. Никаких обид, никаких вспоминаний, этого никогда не будет. Почему? Вот как раз это есть возмездие, это мудрость Аллаха. Перед тем, как войти в рай, вот эти все вопросы, они решатся там. Если один мусульманин забрал имущество другого, он это вернет. То есть Аллах заберет его благие дела и отдаст ему. Или наоборот, он заберет грехи этого человека, у кого он забрал, и передаст ему. Да, все, он довольный. Он никогда это не вспомнит. Потому что Аллах ему все компенсировал. Ну, кто-то раздаст все свои благие дела. Бывает так. Например, человек пришел, мы знаем, да, посланник Аллаха саллаллаху алейхи ва саллям спросил: знаете, кто такой банкрот? Банкрот – это тот, который потеряет все свои благодеяния в судный день. То есть у него были и намазы, и посты, и все остальное было. Но вот как раз, когда произойдет возмездие, Аллах заберет у него. То есть он отдаст это тому, кого он обижал, кого он притеснял. И кто-то останется без благих дел. Поэтому вот как раз это милость Аллаха. Аллах Тааля через вот это возмездие он очищает своих рабов и освобождает их от наказания. Про это еще будет отдельная тема, иншаллах. Следующая причина – это шафаату шафиин. Это заступничество тех, кому Аллах даст возможность заступиться. То есть хадифу шафаа, по-моему, мы с вами читали это. Хадифу шафаа. То есть Аллах даст возможность. Самая великая шафаа, заступничество, это заступничество нашего пророка, несомненно, саллаллаху алейхи вассалям. Также Аллах может дать возможность праведным рабам заступаться за своих братьев, за кто-то шахид будет, мы знаем, заступаться, так ведь за своих родных. Поэтому
через заступничество тех, кому Аллах даст право в судный день, Аллах может освобождать также от наказания в судный день. Следующая причина это прощение милостивого мин гайри шафаа, без какого-либо заступничества. То есть Аллах прощающий, и в судный день Аллах может просто простить кому-то его грехи. Помимо чего? Помимо ширка. Потому что Аллах Тааля в Коране сказал, сурату Ниса, «Ваягфиру ма дуна залика лиман яша». То есть Аллах не прощает, когда кто-либо предает ему кого-либо сотоварищей. То есть ширк, если человек умер, не покаявшись от ширка, от многобожья, у него нет шансов, что Аллах его простит. Все, Аллах не простит его, потому что он умер в куфре, он умер ширком. То есть здесь уже Аллах не простит его. Но Аллах сказал, «Ваягфиру ма дуна залика лиман яша», но кроме ширка, кроме вот этого куфра, Аллах может простить тому, кому пожелает. Поэтому человек, даже который, может, не покаялся, то есть он не успел, он не созрел, он не понял, да, он не осознал и умер с этим грехом. Этот грех, он никуда не денется. И в судный день он предстанет перед Аллахом, ангелы раскроют его книгу, и там увидит, что он там своровал, гайбетом занимался, совершал что-то, помимо ширка. Аллах может просто простить это, потому что Аллах будет решать. Аллах будет решать, поэтому Аллах прощает помимо этого, то есть ширка, тому, кому пожелает. Поэтому если Аллах простил его, значит, он не понесет за это наказание. Или же, например, мы знаем, что кого-то Аллах отправит в ад, и на определенный промежуток времени, да, и Аллах будет наказывать его адским огнем, тем самым очищать его будет от грехов, а когда он очистится от этих грехов, он уже, иншаллах, его переведут, иншаллах, в райскую обитель. Это тоже есть. Поэтому через наказание в аду Аллах Тааля может простить, может очистить. Истигфаруль малаикати ва хамалатуль арш. Следующая причина это когда ангелы просят за нас прощения. И особенно хамалатуль арш, ангелы, которые несут трон Аллаха. И Всевышний, мы еще в начале книги этот аят с вами, машаллах, этот аят с вами читали, сурат Гафир, прощающий, 7 аят, где Всевышний говорит: «Аллазина яхмилуна аль-арша ва ман хауляху», и те, которые несут трон Всевышнего. Мы знаем, что трон — это есть создание Аллаха, и это есть самое, так скажем, великое, самое большое по масштабам, да, это есть самое большое создание Аллаха, то есть которое указывает на величие Аллаха. Да, мы знаем, что Аллах не нуждается в троне, потому что Аллах не нуждается в своих созданиях, да, но мы знаем, что трон указывает на величие Аллаха. Если прочитать хадисы, которые указывают на размер трона, да, по отношению там, к галактике, к Вселенной, невозможно представить, что есть трон, какой он трон. Да? И вот мы знаем, что есть ангелы, обязанность которых заключается нести трон. Они называются хамалатуль арш. Это те, которые несут трон. И сколько их? 19 это в аду. 8, да? 8, 19 это алейха тисата ашар. То есть это 19 ангелов, которые будут наказывать людей в аду. А здесь речь идет о тех, которые несут трон. Уаман хауляху, и те, которые возле трона, да? Юсаббихуна бихамди раббихим. Они восхваляют своего Господа. Ваюминуна бихи, и веруют в Него. Ваястагфирун, и они еще просят прощения. Ангелы. Зачем просят прощения? У них же нет грехов. Они, значит, просят прощения за кого-то. Они не просят прощения за себя, у них нет грехов. У них нет даже права грешить, потому что они ангелы. У них нет такой возможности даже, потому что это ангелы. Это ангелы. Но грехи у кого?
У нас, у людей. И поэтому они делают истигфар. За кого? За людей. И поэтому Аллах говорит: «Ваястагфируна лилладзина аману». И они просят прощения за тех, которые уверовали, то есть за мусульман, за верующих, мужчин и женщин. Вот что, в чем проблема. Мы иногда не просим прощения за наши грехи, а безгрешные ангелы, по воле Аллаха, они просят прощения за наши грехи. Поэтому Аллах приказал, получается, Аллах приказал этим великим ангелам просить прощения за верующих. И говорят: «Раббана, о наш Господь, васи'ата кулля шей'ин рахматан ва ильма». О Аллах, Ты объемлешь все, абсолютно все своей милостью и знанием. Вот мы знаем, что знание Аллаха абсолютно. То есть нет ничего, который бы Аллах не знал. Аллах знает все. И докуда доходит, распространяется, можно сказать, доходит знание Аллаха, до туда доходит милость Аллаха. Потому что мы знаем, что милость Аллаха делится на две части. Так ведь? Есть милость Аллаха, которая касается всех созданий. Даже неверующих, потому что они тоже под солнцем ходят. Аллах не лишает их света солнца, Аллах не лишает их воды, Аллах не лишает их вот этих милостей. Да? Аллах, это есть милость Аллаха. Поэтому, о Аллах, Ты объемлешь все своей милостью и знанием. Фагфир, прости, лиллавина табу, прости тех, которые каются, ваттабау сабиляка, и которые последовали Твоим путем, вакихим адаб аль-джахим, и спаси их от адского наказания. От адского наказания, это сура Гафир, 7 аят. И вот очень важно осознать, да, хамалятуль арш. Вот особенно, ангелов много. Мы знаем, что за одно посещение одного больного Аллах обязывает сколько тысяч ангелов? 70 тысяч ангелов целый день просить за тебя прощения. То есть, если ты утром посетил одного брата, по вере, да, ради Аллаха, то в течение целого дня Аллах обязывает 70 тысяч ангелов, чтобы они просили за тебя прощения. Да, ангелов много, но хамалятуль арш, они особенные ангелы, потому что они избранные ангелы. И как в хадисе говорится, от кончика уха вот этого ангела и до плеч 700 лет пути. 500 лет пути – это одно небо, 7 небес. От кончика одного ангела, от кончика уха до плеча, посланник Аллаха ﷺ сказал, 700 лет пути. То есть надо двигаться 700 лет, чтобы дойти от кончика уха до плеча. Это невозможно представить. Это какие великие ангелы, какие сильные, мощные ангелы. И Аллах обязывает вот этих ангелов, чтобы они просили прощения. За кого? За нас, грешников. Да? Вот это же получается, это степень человека. Вот какова степень человека? Вот этого грешного человека перед Аллахом. Не перед ангелами. Аллах. Это милость Аллаха. Это милость Аллаха. Вот какое почтение к этому созданию, к грешному созданию, да, со стороны Всевышнего. Какое почтение, какая забота, чтобы у нас грехов стало меньше, и чтобы в судный день мы не понесли наказание за наши грехи. Аллах обязал даже вот этих величайших ангелов, да, которых мы просто не можем себе представить. Аллах обязал их, чтобы они просили за нас прощения. Это просто безграничная милость Аллаха. И следующая причина, это, мы с вами про это говорили, да, это то, что постигнет человека в могиле. То есть это все ангелы, которые будут задавать вопросы, это наказание могилы, это догата, то есть сдавливание могилы, это темнота могилы, все это является искуплением за наши грехи. И
Давайте следующая уже тема, наверное, будет. Начнем с этой причины. Аль-кисас лиль-му'минина мин ба'дихим иль-ба'д. То есть это возмездие. Вот как раз поговорим про возмездие, как будет Аллах очищать своих рабов, верующих рабов в судный день, чтобы они освободить тем самым их от наказания. Два объявления, дорогие братья. Первое объявление — это, иншаллах, на этой неделе, это вот 9-10 февраля, с 9:00 утра до 12, до зухр намаза у нас будут курсы, двухдневные курсы по вопросам джиназа. Джиназа, то есть вот когда умирают наши братья, сестры, к сожалению, мы видим, что многие братья, сестры, они просто ничего не знают. Они не знают, что делать, куда вставать, как джиназа читать, хотя там ничего нет такого, да, 4 такбира, и между ними те слова, которые мы должны знать, да, вот еще я не говорю, что мы не умеем делать омовение, да, гусль и так далее, и так далее. Вот эти моменты, иншаллах, первый день будет больше практика, а теория, второй день, воскресенье, иншаллах, попробуем уже показать, как это все вот правильно делать. Ну, потому что у нас умирают родители, отец умер, а кому ты отдашь своего отца? Это же твой отец, твой дед умирает, твой брат умирает, вот твой сосед, вот твой друг, да? Зачем кому-то его отдавать, когда ты можешь вот это сделать ради Аллаха? И это очень укрепляет сердце человека, машаллах, это воспитывает нас, потому что когда ты делаешь омовение, ты прямо представляешь, как ты лежишь сейчас на этом столе, и тебя последний раз моют. Вот, машаллах, это воспитывает. Поэтому 9-10 февраля, иншаллах, джиназа дарслары будут. И второе объявление, иншаллах, мы набираем группу в хадж. Иншаллах, у нас это будет группа закабанные мечетиные. Иншаллах. Вот поэтому, кто к нам в мечеть ходит, иншаллах, думаем, что вот один из наших имамов, может быть, Салимджан Хазрат будет, иншаллах, будет руководителем этой группы. И поэтому все желающие, пожалуйста, надо подходить к Салимджан Хазрату, записываться. Вот кто намеревается хадж, там, семья, там еще кто-то, да, пожалуйста, обращайтесь. Ну, чтобы как-то вместе быть, иншаллах. Потому что хадж это такой сафар, это такое поклонение, которое очень сильно объединяет, машаллах. А объединение сердец для нас это очень важно. Поэтому это будет группа закабанная, иншаллах. Значит, группа. Все, джазакумуллах хайр. Субханакаллахума бихамдик, ашхаду ан ла иляха илля анта, астагфирука ва атубу илейк. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху.